В течение 10 дней столица Приморья стала еще и спортивной столицей азиатского региона. Сегодня утром были разыграны последние медали, и несколько минут назад на Фетисов-Арена началась торжественная церемония закрытия игр «Дети Азии». На арене находится мой коллега Александр Хавренко и выходит с нами на прямую связь. Александр, приветствую. Расскажи, как прошли игры. Приветствую тебя, Валерия. Сегодня можно сказать, что такой праздник со слезами на глазах. Все рады, что Дети Азии прошли, что это был потрясающий праздник спорта, потрясающий праздник общения, праздник дружбы, но, к сожалению, и Дети Азии заканчиваются. Сегодня действительно закрытие, сегодня были последние соревнования. Если кто-то еще не в курсе, то сборная Якутии по мини-футболу сегодня получила серебряную медаль, с чем мы их еще раз и поздравляем. В целом, игры были потрясающие. Были настолько потрясающие схватки, настолько потрясающие игры, настолько потрясающие выступления, что, может быть, даже некоторые олимпийские чемпионы или чемпионы мира позавидовали бы тому накалу страстей, который творился здесь, в Владивостоке, все эти 10 дней. Но игры заканчиваются, сегодня закрытие, и мы хотим подвести небольшие итоги, и с этой просьбой мы обратились к Владимиру Максимову. Давайте послушаем, что он нам рассказал, какие итоги он подвел. Много раз отмечали, что, несмотря на то, что решение было принято довольно-таки поздно о проведении игр во Владивостоке, организационный комитет постарался сделать все максимально для того, чтобы провести игры. То количество участников, которое прибыло сюда, оно в принципе было прогнозируемым, и от запланированного количества было небольшое снижение. Если мы изначально планировали 1600, то у нас практически 1500 спортсменов приняли участие. И по уровню подготовленности спортсменов надо отметить, что он на очень высоком уровне. И я думаю, что и все зрители, и телезрители, они это отметили, потому что те же соревнования по художественной гимнастике, по боксу и по остальным видам спорта, они достойного уровня, именно континентального уровня первенства мира. Поэтому это все то, что доказывает, что к играм Дети Азии пристальное внимание. Это площадка для просмотра спортивного резерва стран. Мы сегодня уже с коллегами общаясь, допустим, в том же Узбекистане, который, так скажем, открытием, можно сказать, игр сборная стала, у них на государственном уровне принято решение о поддержке спортсменов. И я считаю, что это очень хорошие соревнования прошли. Самое главное, еще раз отмечу, что все соревнования прошли именно на том уровне, который готовился, который должен быть для проведения таких соревнований. И стоит отметить, что судейство было опять-таки непредвзятым. За время игр не поступило ни одного протеста, ни официальных, ни устных. Поэтому в этом плане надо сказать, что игры состоялись и состоялись на хорошем уровне. И мы уже с нетерпением ждем 23-й год, когда вторые зимние игры у нас пройдут на Кузбассе. И, конечно же, 24-й год, когда игры вернутся в наш родной, любимый Якутск, в нашу республику. Поэтому мы не говорим детям Азии «прощай», мы говорим детям Азии «до свидания».